Аузбилляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня у нас тема основы чеченской идентичности. Идентичность бывает не только персональная, но и национальная. Но само понятие нации, как всем нам известно, появилось как теория в конце 18-го и как реальность, как реальность для народов Европы в середине 19 века. Но только после окончания Второй мировой войны в 20 веке, это значит, во второй половине 20 века, понятие национальности распространилось широко в общественном сознании кавказских народов, народов Азии и Африки. Все вот эти нации, возникшие в Африке и в Азии после Второй мировой войны, связаны не только с процессом деколонизации, но и с зарождением национального мышления. Были ли до этого нации или нет? Конечно же, сообщества людей были, этносы были, этничность была, но не было современного понятия нации. И что их тогда объединяло? Конечно же, у них были свои какие-то основы для идентичности. Но прежде всего это была религия. И также это была власть короля, или же это была идентичность местности. В частности, для чеченцев идентичность местности это была дерста. Чеченское слово дерста это не эквивалент современного термина Дагестан, но дерста тогда включала как Чечню, Ингушетию, так и некоторые области современного Дагестана, если не все. Ну, по крайней мере, западная часть Дагестана, это андийцы, дидойцы, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, они все входили в Дагестан, то есть понятие дерста. Трудно сказать, входили ли в это понятие степь, где проживают нагайцы, кумыкские земли. Скорее всего, да, потому что слово тюркское кумыки обозначали Дагестан как страну, расположенную южнее Кумыки, как горную часть территории. Эта общность также выражалась, когда была внешняя угроза. Все народности, живущие на этой территории, в этой стране Дерста, объединялись в борьбе против внешнего врага. Другая идентичность религиозная, всех их объединяла то, что они все являются мусульманами, суннитами. Ну, и третья идентичность – это социальная, что они все, в принципе, находились на одной стадии как бы социальных отношений, понятных друг другу. И культурная, также как вот жители этой страны Дерста, имея, конечно же, различия культурные под влиянием соседних народов. В Дагестане, в частности, это многовековое влияние Персии или Ирана, а в западной части Кавказа это влияние Византии, затем Османской Турции, которая доходила вплоть до Ингушетии. Но и тем не менее Чечня оставалась недосягаемой, равнозначно отдаленной как от влияния Турции, так и от влияния Персии, где-то посередине. Но тем не менее вот все эти народности или этничности, они осознавали себя в культурном плане, в религиозном плане, в плане происхождения даже, о чем говорит многие мифы и сказания, осознавали себя людьми одной страны. Вот такова была идентичность. В современном понятии чеченцы, там, аварцы, и нагайцы, кумыки, даргинцы, таких понятий не было. Было понятие сельской общины для дагестанских народов. Вместо даргинцев, известно нам сегодня, были кюпчи, это кубачинцы, акши, это акушенцы, цадахару, это цудахаринцы и так далее. То же самое относительно аварцев не было одного этнического названия. Были жаи, это хунзахцы, были арганой,
Данхой, ну и так далее, разные, то есть представители каких-то сельских общин, джамааты, или же тукумы, как их называют, собственно, в Дагестане. В Чечне также было известно сегодня 9 больших сообществ, 9 тукумов, но это несколько упрощенная картина. На самом деле их было или меньше, или больше. Это также тема, которая требует своего исторического исследования, научного исследования, то есть этого исторического факта. Я сторонник того, что 9 тукумов не было. Сегодня это у нас на основе исследований Мухаммада Мамакаева вошло в национальную символику. Это герб с 9 звездами, отображающими 9 тукумов. Но реальность на самом деле в тот период была несколько иной. Не будем на это отвлекаться. Что важно для нас знать, сегодня уже идет спор. Мы живем в такое время, когда чеченская идентичность подверглась атакам с разных сторон. У нас есть два крайних крыла. Это такие консорции, которые сегодня выделились из народа. Они еще пока полностью не оторвались от чеченского народа, но они ищут себе иную идентичность. Это, с одной стороны, это радикальный ислам, то есть эти люди, которые считают, что этническая идентичность не важна, а важна только религиозная идентичность, но сегодня в мире общеисламской идентичности в плане наполненности государственностью или же каким-то политическим обрамлением, такого нет сегодня. Естественно, куда бы они в этом мире не попали, в мусульманской умме, их всегда будут рассматривать как чечен, как чеченцев. И то, что в последние в конце 20-го, начале 21 века были попытки как-то сформулировать эту идентичность заново, по-новому, эта попытка также провалилась. Но это накладывает определенные последствия на этническое самосознание разных мусульманских народов. И вторая крайность – это как реакция на крайние проявления этой группы людей, этой консорции, да, которые себя не особо идентифицируют с чеченцами, с чеченским народом. Они понимают, что они выходцы из чеченского народа, но ценности несколько расходятся. И есть другая крайность, которая противопоставляет себя им. Говоря об этих крайних партиях или сообществах людей, сразу отмечу, что они крайне малочисленные. Если представители радикальной идеи, радикального ислама среди чеченцев могут занимать от силы 2-3%, то группа, которая появилась совсем недавно и которую сегодня называют по-разному, но они известны больше как ЧДПшники, это Чеченская демократическая партия, они являются политеистами по сути своей, то есть эти люди, которые призывают к возврату к каким-то древним чеченским воззрениям, традициям, считают, что ислам стал причиной поражения во Второй российско-чеченской войне, стал причиной морального упадка. То есть они считают, что религия – это не уникальное явление духовности, а какая-то арабская, бедуинская идеология, которая чужда чеченцам. Это другая крайность. И эти люди, они исчисляют еще меньше себя. То есть они сегодня даже не насчитают и 0,1% от чеченского народа. Но тенденцию к увеличению своих адептов в последнее время все-таки наблюдается. По моим прогнозам, они могут увеличиться до 1, максимум до 2%. В любом случае, эти две крайности, они никогда не достигнут большего числа.
и будут чуждыми для чеченского народа, который зиждется на своих как бы основах, заложенных, возникших веками. А теперь уже как бы переходя к ним, скажем, что, ну, прежде всего, это доисламский период, это как, это то, к чему апеллируют вот эти политеисты, это языческие верования, воззрения, которые были среди чеченцев, и среди всех народов, и среди тех же арабов, и среди евреев они были. То есть нет народа, который не прошел бы этап развития через многобожие, как уклонение от своей первоначальной сущности, да, созданной Богом. Но все-таки все народы через это проходили, и в том числе сами чеченцы. В последнее время, в период двух войн, исламские как бы ориентация на то, что чеченцы являются изначально духовитым народом, исламским народом, сильно как бы был сделан акцент на эту тему, и пошли теории, модные теории, что чеченцы являются монотеистами, единобожниками еще с времен пророка Ноха, алейхиссалям, как у нас говорят. И была другая теория, что когда пришел пророк Мухаммад, саллаллаху, что с тех пор были первые пилигримы, да, в Мекку, которые увидели пророка, от него же приняли ислам. И в подарок им было подарен каракуль, когда он увидел, что они пришли боссами, и у них ноги разбиты до крови, чтобы они себе из него сделали обувь. Им дан был вот этот кусочки каракуля, которые они сказали, что с рук пророка подарок мы не будем как бы марать ногами, мы из него сделаем головной убор, так как головной убор во все времена ассоциировался как с честью, как с достоинством человека. Отсюда и корона. И с тех пор как бы вот эта каракулевая шапка стала национальным достоянием чеченского народа, ну и всех кавказцев. Но все это как бы модные теории, не выдерживающие критики. Затем, понимая, что это все как бы больше народная такая мифология, мифотворчество, появились другие люди, которые начали выискивать названия чеченцев Нахчи, Нохчи с источников арабских, и нашли свидетельство, что к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подходили люди из местности Нахр, ну, созвучие с Нах, где где-то было пропущено, или же каким-то образом в каких-то писаниях, я не знаю, но я интересовался этой темой, и сказали, что это не Нах, а Нахар, это местность, даже было такое место, другая местность была, которая под названием Нах, но это области Джазиритур Араб, то есть вот на этом Аравийском полуострове есть какие-то местности, которые имеют созвучное название. Само слово Нахар с арабского переводится как река, то есть какие-то речные долины, таких местностей в Саудовской Аравии или вообще на Аравийском полуострове очень много. Я, как историк, исследователь, больше склоняюсь к тому, что среди чеченцев были принявшие ислам с того момента, как появились мусульманские войска на Кавказе, то есть они, когда перешли Кавказский хребет, взяли Дербент и двинулись на север Кавказа. С тех пор однозначно, как и в Дагестане, так и в Чечне, были чеченцы и дагестанцы, принявшие ислам, но я не думаю, что это было каким-то массовым явлением. Затем был сложный период, когда отдельные общества принимали ислам, отдельные нет. Отголоски этого периода дошли до нашего времени. Вплоть до конца 80-х, 90-х годов мы помним разные поверья, верования, которые практиковались еще чеченцами, такие как зазывание дождя, что является остатками, отголоском языческих верований. Ашкари, Кайкар, наверное, все это помнят, да? Это было и в равнинных чеченских селениях, где ислам принят раньше, и в горных селениях, где принят был позже. То есть, если даже на равнинных селениях, где ислам утвердился
твердо после периода походов Тамерлана. Ислам утвердился твердо в Чечне, а до этого периода он был, по крайней мере, в восточных областях, Аух и Нахчмох, он был, есть письменные свидетельства, что он твердо утвердился уже до нашествия Тамерлана. Ну, даже в этих областях вот эти поверья, другое поверье, как Хинана, мать воды. Обычно детей пугали тем, что вода может унести, когда малые дети ходили на речку плавать, чтобы они были осторожны, тебя может унести мать воды Хинана. Вот эти поверья. Затем в традиционных каких-то обрядах, когда невесту водили на родник, чтобы сельчане могли познакомиться с невестой. Была такая традиция еще в начале 90-х, это практиковалось в Чечне. Вот в воду кидался хлеб, проколотый иголками, и он еще расстреливался из ружья. Ну, в прошлом я слышал от стариков, что в него стреляли из лука, то есть стрелой его прокалывали стрелой, или же по нему били шашкой, разрубая его. Сейчас я не буду даваться в подробности, почему так поступал, но это явно не исламские обычаи, это наследие вот старых вот этих обычаев доисламских. Как бы то ни было, еще предстоит исследователям узнать точно дату, да, когда ислам утвердился как общенациональная идентичность в сознании чеченцев. Но для нас сегодня, которые взялись рассуждать о том, какие основы идентичности есть у чеченцев, это и не важно. Для нас важно, что ислам сегодня является той нитью, на которой нанизаны все предыдущие идентичности чеченцев. Они каковы, мы знаем о понятиях онахчала, некоторые его переводят как рыцарство, или онахала, или онахчала. Но онахала это можно как и юность передать. Само слово онаха переводится так же, как в русском языке молодец, не молодец, а молодец, это то есть молодой юноша, который отличился какой-то доблестью, но не только доблестью, в чеченском понимании, по крайней мере. Он это не просто как бы какой-то богатырь, добрый молодец, но и молодой мужчина, который отличился высокой нравственностью. То есть он должен быть благородным, его поступки должны быть благородными. Он не может быть тираном, он не может быть поработителем, он не может быть человеком, который может обидеть слабых, детей, женщин, стариков. Он не может быть человеком, который пройдет рядом с несправедливостью. То есть рассуждать об этом можно долго, но вот он это в чеченском понятии именно такой человек, которого уважает народ из-за его качества молодца и благородного человека. Естественно, он прежде всего и воин, который готов, то есть это не слабый человек, это человек физически развитый, мужественный, готовый защитить своих односельчан или однотеповцев, или вообще саму страну, чеченскую страну, Нохчимох, от каких-либо посягательств. То есть, хотя в чеченском обществе никогда не было той социальной градации, которая была, скажем, в европейском обществе, у нас не было аристократии, но вот эти онахи были, может быть, каким-то прототипом людей голубой крови, эти люди, для которых честь была дороже жизни, так скажем. То же самое понятие европейского рыцарства и последующее за ней аристократии. Вот, на это накладывалось и есть в чеченском обществе есть индивидуализм, то есть чеченцы очень сильно развит индивидуализм, личность ставится во главу, то есть в общественном сознании, социальный порядок чеченцев, он также жизнится вокруг понятия свободы личности. Свобода личности была защищена его кланом, тейпом. Он нес ответственность не только за свою честь, но и честь своего клана, тейпа. Поэтому не мог себя проявить в отрицательных коннотациях. Он должен был быть примером для других. И если где-то он что-то делал, он был волен делать что угодно,
но при этом он всегда знал, что отвечать за это придется не только ему самому, но и всем его родичам. Вот это накладывало определенную ответственность за его свободу и его ограничивало в каких-то безумных действиях. То есть, если взять вот эту социальную структуру, понятие благородства, которое сродни кодексу Бусидо японскому, да, что путь воина у Оноха был свой путь, который он должен был пройти до конца жизни, и никогда его Онохом, за редким исключением, не называли при жизни, а только после его смерти, когда было ясно, что он ничем не омрачил вот то благородное имя, которое за ним и в жизни как бы числилось, но человек мог перед смертью или до своей кончины совершить поступок, который мог его лишить вот этого звания, народного звания Онох. И вот этот путь, который должен был пройти этот человек, мужчина, Онох, он где-то вот сродни по пути Бусидо, так скажем, да, японского. Я не особо глубоко углублялся в понятие японской культуры, но вот что-то подобное. И культура речи от чеченцев не принято было говорить много. Кажется, что сегодня только женщины могли как бы, муат пяхкар, муат пастор, только женщинам. Но и мужчине, особенно молодому мужчине, язык был как бы завязан, в смысле, это как бы дословно перевод, но он не мог пустословить. Даже вот наша поэзия до советского периода, она сродни японским коротким вот этим трехстишьям, в котором слов мало, но смысла очень много. И слова эти глубокомысленные, то есть они должны в себя вобрать больше смысла меньшими словами. То есть вот и ценился в чеченском обществе человек, который мог именно вот так выразиться. Старшим позволено было говорить больше, рассуждать, философствовать побольше. Молодым это было запрещено. Но я сейчас немножко начал уходить в детали. Социальная структура, ориентированная на свободу личности, идейное понятие благородства, людей благородных. Затем это отразилось на том, что когда после нашествия монгол и их ухода с Северного Кавказа наследники вот этой власти, местные феодалы разных соседних кавказских народов, называли себя благородными, то есть в чеченском понятии благородное – это Онох. Они говорили, мы все благородные. То есть на свой народ это тоже одна из идентичностей, что мы все благородные. У нас нет людей возвышенных и приниженных, у нас нет князей и рабов. Мы все благородные, мы все, в общем, ориентируемся на Онохов. Не каждый может им стать, но ориентироваться на идеал Оноха обязаны были все чеченцы. И женщины, и мужчины. Естественно, прежде всего, мужчины, как защитники семьи и отечества, но также и женщины, которые были надежным тылом мужчин. Их отсутствие и их присутствие. Это была такая поглощающая идеология Онохчала для чеченского народа. Сегодня часто мы слышим Нохчала, но такого понятия на моей памяти не было. Я в детстве, юношестве много общался практически со всеми именитыми нашими старейшинами в Чечне. Это какое-то новоявленное как бы понятие Нохчала. Оно близко к понятию Онохала или Онохчала. Различить Онохчала и Нохчала невозможно, но если есть такой термин, пускай будет, но факт, что его в недавнем прошлом не было. Было понятие Онохчала. И неважно было, что Онох является этническим чеченцем или не чеченцем, одинаково ценили всех Онохов и даже чеченских, или есть такие Онохи, представители другой нации, другой национальности. Это еще раз нас отводит к тому, что в XIX веке, когда писались последние или в XVIII веке, не было такое понятие национальности, которое присуще кавказцам в XX веке и наше время. Но при этом чеченцы себя выделяли тем, что «Хомосу нохчи мосу онхейбу»,
масу вездбу, то есть масу мершебу. Везд человек уздень, на многих языках кавказских это слово есть. В чеченском оно звучит как везда, это человек благородный, то есть не подвластный никому другому. И тут мы уже как бы соприкасаемся с идеологией, с философией, философское наполнение вот этой идентичности, неподчинение никому, кроме как Всевышнему Аллаху. До исламский период это мышление также было присуще чеченцам в другой форме, но с принятием ислама это перешло на религию ислам, и с тех пор ислам стал такой стержневой идеей, на которой нанизались и понятие вездала, и понятие хунахчала, и понятие мерштагхалар. Мерштаг, он даже выражается в таких простых бытовых высказываниях, как марш вогилго, марш волго, приходи свободным, уходи свободным. Это как бы обращение к гостю, когда он приходит и когда с ним прощается. Вот в этих всех словах, на самом деле, в молитвах, в заклинаниях, философское понятие, этническое философское понятие чеченцев, оно высказывалось и выражалось. Сегодня, когда начались вот эти споры вокруг то, кем являются чеченцы, и когда спрашивают, ты кто прежде всего, мусульманин или же ты чеченец, и идут рассуждения на эту тему, и, естественно, вот это люди, молодые, о которых я говорил, которые сегодня религиозную идентичность ставят во главу и несколько принижают этническую идентичность, они себя тем самым уже исключают себя вот из категории тех людей, для которых эти два понятия были неразделимы. Сказал по слогам, чтобы запечатлелось, чтобы утвердилось в сознании наших слушателей два понятия чеченец и мусульманин для чеченцев того периода, до российской оккупации, до советского периода, о котором недавно говорили в том чате Керлзама. Этот период, когда у нас формировалось новое этническое сознание, Нохчи, в том понимании, в каком сегодня оно в мире распространилось, как национальное понятие, то есть до этого вот это понятие было неразделимо. Да и в советское время оно было неразделимо. И вот сейчас появились люди, которые стараются это разделить. И поэтому эти люди или к какому-то возрасту, к периоду, да, когда их мышление окрепнет, или они вернутся в лоно своей чеченской нации, к его понятиям, или же они просто будут людьми потерянными для чеченского народа. Потому что функционировать в составе чеченского народа с иными понятиями им не удастся, если к возрасту люди уже становятся известны в своих поступках, если их поведение не соответствует понятиям чеченского народа, естественно, их будут воспринимать как изгоев. Но, тем не менее, это не столь страшно, потому что люди, которые все-таки приверженцы религии, к ним, по крайней мере, брезгливого отношения не будет, такого же, как к людям, которые отрицают святость, религию. Вот здесь мы уже говорим о второй крайности, которая сегодня стала реальностью, неожиданной для чеченцев. Никто лет 10-15 лет назад и помыслить не мог о том, что среди чеченцев вообще такое возможно, так как, повторюсь еще раз, формула «всякий чеченец мусульманин», но не всякий мусульманин-чеченец утверждала чеченцев в качестве крепких мусульман и даже соли мусульманской умы, то есть народ, который наиболее привержен его высоким идеалам. Об этом я тоже отдельно чуточку углублюсь, расскажу, но пока сейчас поговорим о этих людях. Подобным людям в прошлом относили предатели. Тот же Мазлах Ушаев, который служил в НКВД, боролся против чеченских героев, абреков. Он прилюдно высказывал, что он мусульманин, потому что он понимал, что иначе его не будут воспринимать. Но в последний этап своей жизни,
когда власть советская в Чечне окрепла, когда силы абреков ослабли, он начал проявлять открытое безбожие, открытое богохульство. И в чеченском народе очень сильно известно вот это сказание о том, как его Бог наказал. Он умер от дизентерии, от унизительной для чеченцев как бы смерть. Он лежал, вначале за ним ухаживали какие-то родственники, и в итоге уже под конец жизни невозможно было за ним ухаживать, что его положили на плетенку. Это из прутья делается такая плетенка, как топчан, его туда положили, и просто издалека из ведер поливали водой, чтобы смыть с него вот это, то, что от него несло, невозможно было к нему приблизиться. И вот человек, богохульник, который был уже известен в народе, и перед смертью, говорят, он выхватил маузер и стрелял в небо, говорил: где ты, Муркуй Мофт, то есть где ты, ангел смерти, подойди ближе, я тебя не боюсь, я тебя убью. Вот эти сказания, которые были очень широко в хождении среди чеченцев, отражают мировоззрение чеченцев к подобным людям, к богохульникам, к вероотступникам. И сегодня, насколько бы относительно не стали широки круги вот этих новоявленных богохульников, я знаю, что среди чеченцев ни один публичный человек, ни один политик не может иметь вообще никаких шансов на то, чтобы быть лидером мнения среди чеченцев, относясь и к второй, и даже к первой категории. Первую категорию, потому что они считают, что они могут принуждать чеченцев насильственно к исповеданию веры в той форме, которая им кажется правильной. Пускай чеченцы даже где-то они неправы и где-то невежественны в знании религиозных основ, но вот насильственное навязывание, оно неприемлемо. Это восходит также в историю, когда мусульманская армия сахабов, радиллаху анхум, пришла на Кавказ, и в Чечне ислам не был утвержден силой оружия. В Чечне он утверждался поэтапно, постепенно, силой убеждения, силой слова. Поэтому и сегодня те группы, те партии, которым думается, мыслится, что они могут насильно навязать что-то, которые ставят идентичность религиозную, то есть не то, что ставят выше чеченской идентичности, но разделяют эти два понятия, что для чеченцев в принципе неразделимо. Эти люди также не имеют шансов быть лидерами мнения в чеченском обществе. А тем более уж те люди, которые богохульники, вероотступники. Еще до исламский период у чеченцев вера в святое, ну, в том понимании, в котором это было до ислама, было сильным. Много сказаний, много преданий, где клятвы отступники, то есть давалась клятва не еще до того, как чеченцы верили единому Богу, Аллаху. Клятва могла даваться даже в последующие недавние периоды, это сохранялись вот эти поверья на очаге. То есть очаг для человека это святое, что это то, вокруг чего собирается семья, на которой готовится пища для семьи. Огонь в этом очаге не мог никогда погаснуть. И такие проклятия, как цейоэльха, это пускай потухнет огонь в вашем очаге, курбольшин, то же самое, пускай перестанет дымиться костер в вашем доме. Вот это отголоски к тому поклонению огню, есть отголоски к поклонению солнцу. Вот подобные вещи даже тогда, в доисламский период, если человек давал какую-то клятву и нарушал его, к этому человеку относились как к изгою. А уж тем более уже после принятия ислама клятва преступники и вероотступники – это категория в чеченском самосознании. Я, кажется, долго был в одном месте, там у меня
попросили, чтобы, то есть, чтобы было какое-то движение в экране. В общем, клятва преступления и вероотступничество в этническом сознании чеченцев – это богохульство, которое не приветствуется, и в какой бы форме это ни было, это всегда будет порицаемо в общественном сознании. То есть вот я почему так долго об этом рассказываю, что сегодня есть опасения, много говорят о том, что же будет, неужели там придут радикалы и будут как-то насильственно что-то делать. Ничего подобного не будет, я более чем уверен. История 90-х это подтверждает, что да, религия возрождалась, потому что она была в плачевном состоянии за советский период. Было убито от 20 до 30 тысяч улемов, это уляма, это мусульманские ученые. Знание религии уходит не с сожжением книг, а с гибелью исламских ученых, как говорится в хадисе пророка нашего, саллаллаху алейхи. То есть религия, она была искажена, но вера людей была высока, знания религии были мизерны, были минимальны. И в период возрождения ислама начались вот эти противоречия, которые стали таким предлогом для каких-то крайних воззрений молодежи, которая до этого, скажем, не очень-то была, не очень опиралась на чеченские традиции, выросла, скажем, в городе Грозном или же за пределами республики, и вернувшись домой, вот для них вот эти новые идеи оказались привлекательными, но также была чеченская молодежь, которая шла по пути исламской реформации, отталкиваясь от чеченской традиции, от общественных каких-то вещей, да, ну, то, что было ценно в религии. И вот это противоречие, оно немножко сыграло злую шутку, как бы, да, для чеченского народа. И сейчас люди, которые богохульствуют, для которых нет святого, эти люди сотни крат хуже, чем, да, те, кто были как бы за какие-то радикальные вещи. Ну, что важно, вот то, что людей отличает от животных мораль. У животных есть инстинкты и нет морали. У людей есть мораль. Сегодня вот эти ЧДПшники, которые богохульствуют и стараются своими какими-то высказываниями показать святость каких-то там хадисов или аятов, показать, что это вещи, не требующие толкования, а вещи, требующие надсмехательства, надругательства. То есть, конечно же, толкование нужно, если есть какое-то искаженное толкование, нужно искать правильное толкование. В любом случае, вера, она неотъемлемая часть человеческого бытия. Человек понимает, что этот мир возник, то есть вещи, которые уходят за пределы понимания, да, обычного понимания. И те люди, которые не воспринимают как бы то, что за пределами досягаемость ихнего рассудка, эти люди, по крайней мере, вызывают жалость. И в том же даже христианском мире, который здесь в Европе думают, что они критикой исламских ценностей могут заполучить каких-то союзников, они не понимают, что здесь в Европе очень много стран, для которых христианские ценности или католические ценности очень важны. В тех же Штатах огромное количество и политиков, ведущих политиков страны, и просто простых американцев. Религия – это надсмехательство, религия – это кощунственно. Мораль, если человек теряет мораль и начинает апеллировать каким-то вещам, ну, есть, конечно же, ценности, общечеловеческие ценности, но та категория людей, о которых мы говорим, я называю воинствующими богохульниками, потому что они
не говорят о том, что они уважают веру других людей, но у них ее нет, и они считают по-иному. Они именно воинствующие богохульники и считают, что все, кто не следует ихним воззрениям, это ущербные люди, которых можно высмеивать. То есть тем самым они сами перечеркивают свою обратную связь с чеченским народом. Я предпочитаю отвечать на вопросы по данной теме. Если у нас после завершения, если будут вопросы, да, если нет, то по завершении можно, значит, приступить и к другой теме. В заключение скажу, что дальнейшее развитие видится. То есть понятно, что чеченцы сегодня на перепутье. Те исторические события, которые повлияли на чеченцев, они сподвигли каких-то людей кинуться в крайность одну и другую. Тем более для последней категории, для этих ЧДПшников, стала питательной почвой то, что они считают, что именно религия повинна в трагедии чеченского народа. Хотя на самом деле и Мэрбек Кочегаю, и Муслим Эдельгириев, или правильно будет Эдилов, я сейчас уже фамилию могу неправильно называть. То есть это наш историк молодой, и другие, те, кто даже не с точки зрения религии, а с точки зрения истории изучает религию, все отмечают, что именно религия помогла чеченцам выжить в этих сложных исторических перипетиях, не сломиться, да, то есть вот эта моральная устойчивость, моральный дух чеченцам устоять перед этими сложностями помогла именно религия. Вот эти люди, которые сейчас появились, они считают, что религия повинна в наших бедах. Нужно отметить также, что в начале 21 века Соединенные Штаты Америки решили поставить после падения Советского Союза, решили назначить новым геополитическим соперником мусульманский мир. Слабый, в плане того, что не было какого-то сильного ведущего государства мусульманского на тот период, не было одного лидера в этом мусульманском мире. Мусульманский мир сам был богат природными ресурсами, то есть политика всегда переплетена с какими-то экономическими интересами. И вот мусульманский мир был назначен новым геополитическим противником для Штатов, и это очень сильно подфартило Путину в войне против чеченцев. Чеченцев назвали по этническому признаку международными террористами. Чеченцы единственный, скорее всего, народ, которых назвали террористами по этническому признаку. Мы понимаем, что террорист – это носители какой-то идеологии. Вот был террор против населения России у большевиков, который назывался диктатура пролетариата. Но именно терроризировать народ, принуждать их к новому порядку заставила какая-то идеология. Также в мире есть много других примеров, когда вот этот терроризм, он завязан на какую-то идеологию или на какую-то партию, на какие-то воззрения. Но никогда нигде не было, чтобы весь народ целиком можно было обвинить в терроризме. Из-за этого народа могут быть преступники, могут быть проповедники, могут быть грешники, могут быть и праведники. В любом народе, в любом этносе могут быть разные категории людей, но чтобы весь народ назвать террористами, это нонсенс. Под таким же надуманным обвинением чеченцев, что они все являются коллаборантами, что тоже было сделано по этническому признаку, Сталин счел возможным сослать чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Путин посчитал возможным назвать чеченцев террористами по этническому признаку. И в этом ему помогла вот эта новая веяние, да, политики Запада и политики Соединенных Штатов, как ведущей страны Запада,
против мусульманской религии. Но что в итоге получилось? Соединенные Штаты Америки, как ведущая мировая держава, потеряла 20 лет в борьбе против мнимого врага, в то время как в Китае вырос реальный геополитический соперник со Соединенных Штатов. Вот что было упущено в итоге. Вот это непонятного направления вектора международной политики Соединенных Штатов. И сегодня это проявляется наглядно, когда Россия, с которым заигрывал Запад, уже ни во что не ставит западный мир, и не только западный мир, но и сами Соединенные Штаты. Мы видим, да, все, что происходит после начала масштабной войны в Украине. И Соединенные Штаты повязаны по рукам угрозой Китая. То есть Штаты себя вот этой политикой начала 20 века с придуманным врагом сами себя загнали вот в такой тупик. То, что эта стратегия была тупиковой, было ясно и ранее, но проявилось это отчетливо, когда Штаты вынуждены были, сломя голову, бросив все, выйти из Афганистана в преддверии начала войны в Украине, когда побросали огромное количество оружия. Это показывало, что Штаты все прекрасно осознают, что угроза России, это не придуманная угроза мусульманского мира, а реальная угроза, которая может очень сильно изменить всю расстановку сил в мире при поддержке Китая. В общем, и вот эти люди, которые сегодня винят во всем религию, то, что чеченцы из-за принадлежности к этой религии или же из-за идеологем этой религии оказались в том состоянии, в котором они находятся, их несколько вело в заблуждение вел и этот аспект. Сегодня уже мы видим, что Штаты выстраивают отношения с монархиями, которые, в принципе, не особо пекутся о исламской религии, нежели о своем правлении. У них именно династии. Из всего этого нам нужно сделать вывод, что идентичность, сложившаяся веками чеченцев, за нее нужно держаться. Мы народ маленький. Если сейчас мы начнем что-то сильно менять, подрубать в основе своей идентичности, в основе своего мировоззрения, мы окажемся таким немножко легким летучим материалом без многовековых основ, и нас как раз-таки очень легко будет растворить, ассимилировать. Ни в коем случае для чеченцев это недопустимо в данный момент. Понятно, что внешние влияния, которые идут на чеченцев, они не могут как-то не сподвигать нас реагировать, но это ни в коем случае не должно быть каких-то кардинальных изменений в основах мировоззрения чеченцев. Основным стержнем, который является, я уже отметил, религия ислама. Если в прошлом, скажем, русский народ, я не буду вдаваться в особенности русского народа, многим свойственно говорить в соцсетях, что это не один народ, это искусственно созданное сообщество и так далее. Оставим все это в стороне, но факт, что для русских основой идентичности было православие вплоть до революции 17 года. И когда появилась новая идеология мирового пролетариата, идеология большевиков, то появился новый народ, советский народ. Русский народ, он сохранился в плане культурной идентичности. Сегодня, после падения уже Советского Союза, так и не смогли разобраться в России, то есть не появилась какой-то новой сильной идеологии, и есть проблемы с идентичностью. Все, что сдерживает Россию, это имперская политика, это властная вертикаль сверху. Путин, в принципе, прекрасно осознает, что тенденция к развалу России неизбежна, что только сверху вниз эта вертикаль власти можно удержать это геополитическое пространство под названием Россия.
Ну, как говорится, то, что хорошо для русского, смерть для немца, для чеченцев вот такие эксперименты, они недопустимы. Мы народ маленький, тем более, к чему приводят эти игры даже для больших народов, мы видим явно на примере России. Советский народ так и не состоялся, Советский Союз распался, проблемы с идентичностью у русских есть. Чеченцы должны вот учиться на примерах, на ошибках других и не должны допускать подобного. Поэтому все вот эти качания в сторону, то есть был маятник качнулся в одну сторону, в сторону там исламского радикализма, качнулся в обратную сторону, в сторону оголтелого секуляризма или же, я не знаю, атеизма. В итоге этот маятник должен стабилизироваться, остаться на месте, и чеченский народ должен остаться на своих основах, идейных основах, основах своей идентичности, ментальности, мировоззрения. В общем, такое заключение к данному спичу, да, о основах чеченской идентичности. И теперь уже наши модераторы Ушурма, Кавказ, Саяхан, если есть вопросы, я буду отвечать на них. Духар хлил тейман дешность это вот раз сегодня все Кавказ тогда, чтобы вот зритель понял, насколько у чеченцев относятся к исламу, как это сказать, ревностно. То есть подойди любому чеченцу, даже которым не совершает намаз, хотя мы знаем, что кто не совершает намаз, он по многим мнениям ученых является кафиром. Ну ты подойди, скажи ему, вот, что ты неверующий, ну тогда посмотрим, как минимум будет драка. То есть очень сильная ревность. Шурма, я сейчас вспомнил высказывание Джохара Дудаева: чеченцы все генералы, я миллион первый. И потом он сам посмеялся: если вы не верите, подойдите к любому чеченцу и скажите, что ты не генерал, и тогда вы убедитесь, что это так. Вот подобное мы помним в те же самые, да, вот этот период конца Советского Союза, когда очень много было чеченцев уже не молящихся, но вот как ты правильно отметил, он мог быть, ну, его грех – это его грех, он мог быть даже вот таким последним алгашом в селе, но никто ему не посмел бы сказать в лицо, что он не мусульманин. Вот, то есть вот эта идентичность религиозная, она не может быть, то есть понятие чеченец не может быть в отрыве от того, что он мусульманин. Да, если есть бацбийцы, которые не мусульмане, но они поэтому и бацбийцы, это другой народ, это другая этничность. Тот чеченский этнос, вот, те чеченцы, которые известны, то есть тот народ, который известен миру как чеченцы, Нохчи, Шишан, они известны после того, как они приняли ислам и были мусульманским народом. До этого мы не знаем, что было. Ни через письменные источники, ни через какие-то там другие свидетельства. Есть разные названия в истории, там какие-то дзурдзулки, кисты, кто угодно. Каковы они были, чем отличалась их идентичность, это все как бы для исследователей. А чеченцы – это мусульманский северокавказский народ, и в отрыве от этой религии он никогда не воспринимался. Ну, как и русские, которые потом перестраивались в какой-то советский народ, конечно же, теоретически можно допустить, что чеченцы в далеком будущем там могут как-то что-то может измениться. Хотя я верю, что, иншаллах, этого не будет. Человек без веры, народ без веры – это все-таки очень опасно. А сегодня в Китае нет сегодня религии, хотя есть приверженцы буддизма, но мы знаем, что основная идеология Китая – это конфуцианство, это философия. То есть там прагматизм и циничный какой-то, я не знаю, философский прагматизм без духовности. Тем он как бы заставляет немножко содрогнуться от того, на что он способен в отношении к людям без какой-то морали.
Весь оставшийся мир, ну, христианский, мусульманский, иудеи, эти люди все-таки приверженцы религии, да, то есть это народы Писания, к ним, они ориентируются на Писание. И мне трудно представить, что чеченцы когда-то, естественно, как и все народы, бывшие многобожниками, кто бы что бы ни говорил, да, у нас есть поверье, что мы народ Ноя, но даже если во время Ноя мы были единобожниками, мы опять могли стать многобожниками. Есть в истории такие моменты. Факт, что к приходу ислама мы таковыми являлись. И писанный в истории как чеченцы, как норчи, как шишан народ, он известен как мусульманский народ. И это такая как бы стержневая основа нашей идентичности, которая никуда не денется. И вот то, что привел Ушурма, что для человека его личный грех – это его личный грех, но его мировоззрение не может быть в отрыве от исламской идеологии, от исламского мировоззрения. Вот это факт. Сон сам хады хона динул ислам атвай махка чагдэлч субахандолуша вай махка шворт вай хинц массан одол динен чва бойза бойш вай лар лош вайн биза биш бол кон хой гуч бойла церх ца шейх мансуру тах эт северный Кавказа шайол северный Кавказа имам хил. Так именно идинул ислам это махка цагдэлче вай буйсан цахил разрозрин болче дагыттин и вай динул ислам это махка цагдэллт цул халхил бол ятагирош сабойсун я вай та ча цахил ду та я хумма цахсун الدين بهندوش چاغ دلوي الدين بهندوش الدين ومخكا چادلش دين daha o dünyanın çadöyüşü duwa ahmalar nohçi el. Hins stidam hubina hins imina Şeyh Mansuri siti hins net tiqid bülo üçdü hona az İtalyanit wari sahuni adını gori borsat erştuh. Hins itema imam şamila toje ço samuag dersta hins yuqdir hon. Hunda ölçe imam şamil boşkhana ha ve mahka نيرسن تو دين شاغ مدينيدو تو شيء تو أول شو إيه خانش إشبوي إيش ورسكي خانش إيش دهون تيجا ها دين دعوتر تها إيش توي مخك ها دين دعوتر تها تون تتيها غرت تون غورتون شله تون تتيها تون ناقوستي نوخشش دينا شاش دهون نوخشش شاش خيرجنا شاش خورش وجميلو خيرتان تاقة 25 лет дюна, ши столиц веб латтахилша почалка хиловой. Полностью ши шаилши почалка хилдешту. Ши хумадол, ши валюта, ши награда, ши разведка, ши войскаш, ши казна шадл хумадол шдаху. Тахкин имам шамилля чакки цаюитвой, сосай табнени юцохок адаху. Но общема إتسون سيد إقيدر إتسو إدين شاغدر باهندوش دو الله خيشو صدو خولة تير سو ديشتك إشت الشيخ منصورنا تير شاد الموستخي تسو دينس ду خطاو مدات. Однозначно, Кавказ. Сегодня, когда идут атаки на религиозную идентичность чеченцев, это однозначно работа наших врагов. Ну, какие у нас враги, кроме России, за последние несколько сот лет. И то, что нас обвиняли в каком-то исламском терроризме, а это была борьба за независимость, борьба за свою свободу, за свою идентичность. Это также была работа ФСБ. И то, что сегодня стараются обвинить религию всех бедах чеченцев через вот этих новоявленных адептов вот этой идеологии, это тоже однозначно работа российских спецслужб. Ну, мало ли у нас еще врагов, неизвестно нам, но факт, что последние несколько сот лет наш явный, очевидный, коварный и очень жестокий, коварный враг – это Россия. Мы знаем, есть много фактов, что
многие вот эти проекты исходили из российских вот этих кабинетов. И у меня есть убежденность, хотя сегодня привести факты практически невозможно, что вот это новое явление о том, что появились вот эти люди, которые порочат религию, порочат святых пророков, их семью, что это проект ФСБ.